Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие, любимые. С вами снова канал Life. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему «Ваша следующая большая любовь». Какой это человек, кто примерно и когда вы встретитесь, в течение какого времени примерно, да? И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Вот эти карты Таро, они никак не называются, это просто польская колода, и она называется карты Таро, для тех, кто все время интересуется, как называется колода. Итак, давайте перемешаем наши карты. У нас будет 3 позиции. Снимем 3 раза, чтобы посмотреть послание высших сил перед раскладом. И пока я перемешиваю карты, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк этому видео. И после просмотра пишите комментарий. Ваша следующая большая любовь. Примерно кто это будет. И также, естественно, когда примерно вы встретитесь. Итак, сдвигаем. И смотрим, что на дне колоды. Королева мечей. Вы знаете, эта карта, она, как вот послание высших сил, показывает, что, может быть, вы испытываете некоторое чувство одиночества и обособленности от других людей. Однако, это не означает, что вы плохи, да? Это означает, что всему свое время. Высшие силы считают, что лучше быть одному, чем с кем попало, или даже если вы чувствуете одиночество рядом с кем-то, с кем вы находитесь, да, может быть, так ситуация складывается в жизни, что высшие силы так захотели, да, и действительно, когда ты начинаешь чувствовать вот эту обособленность, это одиночество, потом приходит время для того, чтобы совершить прорыв в жизни, то есть следующий шаг. Поэтому высшие силы говорят, что готовьтесь к следующему шагу, особенно в плане личных отношений. Итак, наши 3 позиции. Первая карта будет означать вашу ситуацию личной жизни на сегодняшний день. У кого-то личная жизнь сейчас не развивается, да? А у кого-то она есть. Но человек все равно спрашивает, моя следующая большая любовь какая? Потому что сейчас то, что есть, не устраивает, да? Или не является большой любовью для вас. Первая позиция – тигровый глаз. Вторая позиция – горный хрусталь. И 3-я позиция – дюмартьерит. 1-я, 2-я, 3-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с 1-й позиции, остальные я убираю в сторону. Наш тигровый глаз. Первая карта – ситуация вашей жизни, личной жизни на сегодняшний день. Это рыцарь мечей. Эта карта может означать, что у вас с кем-то идут конфликты. То есть, возможно, в вашей жизни присутствует человек, но с очень тяжелым характером, тиран или тиранша, и человек, который постоянно выводит на конфликт или постоянно вас в чем-то подозревает, терроризирует, постоянно настаивает, постоянно давит, знаете, морально давит, делает о вас кучу разных выводов, которые совершенно не соответствуют действительности, или даже частично, но вам-то до этого что, да? То есть вы такой человек, какой вы есть, и если вас не любят тем, кто вы есть, может быть, и действительно вам не по пути, но человек этого тоже не понимает. То есть такое чувство, что вас кто-то преследует. Преследует, при этом сам же недоволен вами. И вообще, в принципе, хоть чем недоволен в жизни. То есть это сам по себе негативный человек. И рыцарь мечей очень часто показывает и талантливых людей, и целеустремленных, и интересных, и разносторонних, и интеллектуальных, и всяких. Но характер у них действительно всегда тяжелый. То есть с таким человеком не каждый сможет строить отношения. Он может быть негативным аспектом воздуха, негативным аспектом даже земли. И, соответственно, я считаю, что такой человек очень порывистый, иногда доходит до ненормальности.
То есть может очень строго относиться, жестоко относиться, говорить жестокие именно слова. Причем, когда говорит жестокие слова, убежден, что абсолютно прав или права. Чаще всего, конечно, это мужчина, но и женщины такими бывают. Очень гадкими в каком-то смысле. Причем переубедить невозможно такого человека. Абсолютно ни в чем. Поэтому у вас сейчас в личной жизни должна быть, по сути, ситуация тирании или ситуация ужасной жестокости и холодности, слишком сильного давления на вас. Если нет, просто ищите другую позицию. Давайте посмотрим ваша следующая большая любовь. Кто это? Сначала посмотрим, кто это. Будем смотреть. Так. Паж кубков. Ну вот человек-то сразу же выпал. То есть действительно у вас будет человек такой совершенно противоположный, я бы сказала, этому рыцарю мечей. Так, 8 пентаклей, 4 пентаклей, значит, король жезлов и 3 кубков. У вас с этим человеком будет свадьба, знакомство, возможно, по работе. Вы знаете, вот эти карты, они показывают, что вначале этот человек будет очень хорошим, добрым, приятным, нежным, заботливым. Вы знаете, как будто бы он окутает вас своей вот этой заботой и любовью. Совершенно противоположность тому, что сейчас есть. То есть человек, наоборот, постарается вас задобрить, именно сделать какие-то максимально там комплименты, хорошие слова сказать, чтобы у вас сердце-то растаяло, вот чтобы вас как-то успокоить, потому что вы будете очень травмированы психологически в вашей ситуации, текущей личной жизни, да, и человек, вот он как спаситель идет, вот как бы тот, кто пытается смягчить ваше сердце и убрать психологические травмы. Очень будет вас, не то что жалеть, сочувствовать, да, вам сочувствовать. Но я считаю, это как бы любовь исцеления, вот так. То есть отношения исцеляющие могут быть. Знакомство почему-то идет связанное с работой. Вот что значит второе, связанное с работой, да? Это когда вы, правда, можете познакомиться на работе, или, допустим, это ваш клиент по бизнесу. Ну, представим, что вы делаете, там, не знаю, маникюр, и пришел человек. Потом, значит, это может быть знакомство по учебе, по увлечениям. То есть, либо, допустим, у вас идут какие-то курсы, либо вы вообще учитесь, там, не знаю, в институте, да, в колледже, может быть, языковые курсы, любое вот такое повышение квалификации, или какие-то даже курсы, вот, которые просто человек проходит, там, даже психологические. Бывает такое, что мы записываемся, там, не знаю, в общие группы, еще что-то. Проходим, да, какое-то обучение, даже, вот, я говорю, у коучей, может быть, у психологов, у астрологов, у кого что, и у тарологов даже. И вот этот человек может попасться там. И даже если вы вышли с работы, вот вы идете с работы домой, и даже эта 8 пентаклей может означать, что вы этого человека встретите. Этот человек может быть связан со знаками огня, потому что выпал король жезлов, с человеком именно будет свадьба. И также у него среднее финансовое состояние, но стабильное. Сказать, что этот человек богат, я не могу. Я знаю, что каждая девушка или каждый мужчина даже хотят именно богатых партнеров. Как говорят, знаете, на всех не напасешься, да? У многих просто есть средний достаток, средняя жизнь, и это тоже неплохо и нормально. Если вы хотите стать богатыми, вы можете стремиться к этому всегда вместе с человеком. Помните об этом, что, ну вот мое мнение, да, что не всегда нужно мечтать или думать вот только о том, что богат. Бывает богатый, да такой тиран, что ты даже, ну, не представляешь вот на самом деле, как ты это выберешься оттуда потом из этой золотой клетки. Я никогда не забуду вот это описание, да. Я не помню, кто мне рассказывал, что девушка жила с института, она там познакомилась с богатым, даже, по-моему, из института ушла.
через сколько-то лет ее или как-то встретили, или что-то. В общем, он ее запирал дома и вырывал ей ногти. И она не могла ничего сказать, потому что вся полиция у него была купленная. Вот не помню, кто же мне это рассказывал. Ну, в общем, это жуткая история, ужасная. Так, смотрите, мы с вами на знаках зодиака будем смотреть. 2 знака зодиака, которые могут быть у этого человека. Но это не факт, но, по крайней мере, мы... Знаете, бывает, там они в натальной карте сильные или еще что-то. Или человек отражает характеры этих знаков. И когда вы встретитесь, тоже можно знаком зодиака определить, естественно. Так, смотрите, вот когда вы встретитесь, да, значит, в феврале, Водолей, значит, в феврале, да. Знаки зодиака, давайте посмотрим. Это значит Близнецы, и это значит Стрелец. Вот Стрелец, кстати, вот смотрите, и Король жезлов. То есть вот у этого человека могут быть вот эти знаки зодиака как-то значительные. Кстати, Близнецы и Стрельцы очень такие разносторонние, общительные натуры, да. Вот. А Водолей — это то время, когда вы встретитесь, это февраль. Ну, вот такой ответ дали карты по первой позиции. А мы идем с вами дальше. Я обратно знаки зодиака убираю в колоду. Так, вторая позиция, да. Ваша следующая большая любовь. Вот, значит, горный хрусталь. И первая карта. А что у вас сейчас-то происходит в личной жизни? Иерофант, вы в браке. Находитесь в браке. Вы знаете, чаще всего иерофант покажет, что человек находится в браке. Этот брак, возможно, конечно, состоялся, но он есть. И бывает такое, что человек взял и не развелся. Высшие силы считают вас в браке. Ну, есть такие люди, они уже давно живут отдельно, но никак не оформят, допустим, свидетельство о разводе. И еще, бывает иерофант — это человек, который очень блюдет себя и совершенно как сказать, живет в семье, допустим, да, но совершенно не рассматривает пока возможность брака, потому что следует каким-то традициям, что должно все быть чин-чинарем, иначе я и даже отношения никакие рассматривать не буду. Вот так, что-то такое может быть. Слишком большая принципиальность в личной жизни. Но чаще всего вторую позицию выберут те, даже по идентификатору, кто в браке находится, но брак как-то вот не устраивает, застоялся, да, раз вы уже смотрите, какая у вас следующая большая любовь, то значит вы хоть и находитесь в браке, но вас что-то не устраивает, правильно? И как-то, может быть, там все слишком тихо, слишком спокойно, слишком без страсти, без сексуальных каких-то отношений, или там, ну, что-то еще в партнере не устраивает, или в партнерше, там, денег нет, безответственный человек или еще что-то, врет все время. У кого что? Бывает все это вместе. Нет секса все время, врет, и нет денег, да. Ну, есть такие люди. И, соответственно, значит, вы ищете вторую или там третью, или не знаю, какую большую любовь в своей жизни, да. Ну, давайте посмотрим. Вот если вы себя узнали, я еще раз прошу, пожалуйста, выбирайте по идентификатору. Если вы себя узнали, ваша следующая большая любовь. Давайте посмотрим, кто это. Сразу же король мечей, видите? Сразу же вышла король мечей. 8 кубков говорит, что это разведенный человек. Это может быть как мужчина, так и женщина. Смерть, видите? 8 кубков, смерть. Этот человек развелся. Развелась, развелся. Если это женщина, у нее очень сильно мужской характер, такой мощный. И, значит, дальше 6 жезлов, шут. И 7 мечей. Карты показывают, хоть и любовь большая, но вы с этим человеком начнете вот совершенно новые отношения, новую жизнь, так скажем. Вы будете видеть именно большую страсть со стороны этого человека. Чаще всего это мужчина, но все же, если вы мужчина смотрите, у вас же не может быть роман с мужчиной. Тогда это очень такая крутая женщина, которая очень любит командовать. Но если мужчина, то он тоже любит командовать. Но он интеллектуал, он веселый, в то же время, да, логик, хороший специалист в каком-то деле, в работе, в труде.
Как я уже сказала, человек расстался с кем-то кардинально, и назад дороги нет. Он так считает, или она. И, соответственно, ваш роман, понимаете, много страсти, много приключений, много историй, много встреч, но долго такой роман может не привести к браку, очень долго. Вам будет казаться, человек вас обманывает, водит за нос, тянет резину, а он просто получил какую-то по карте смерти, да, травму от своего прошлого брака. И, соответственно, конечно, он может заводить романы, но не стремиться к браку, к следующему. Сложно этому человеку вступать именно в серьезные отношения. А у вас, если есть такая принципиальность, да, что нужен именно брак, вам будет сложно вообще понять. Вот я влюбилась или влюбился, да, я просто тащусь от этого умного, приятного человека, с которым есть общие темы для разговора, и мы можем вместе ходить на художественные выставки. Он прекрасный специалист, возможно, даже богатый человек. Но как же я его тогда не понимаю, если он не может на мне жениться? Или там, если женщина выйти замуж, как же так? Вы будете все время задаваться этим вопросом, почему меня затянуло в эту страсть? Почему эта большая любовь случилась в моей жизни, если человек вот так не хочет узаконить отношения? Ну как же так? Он не пускает меня жить в свой дом, да, там, даже захотел, не знаю, квартиру мне с удовольствием снять, но лишь бы только не пускать меня жить в свой дом, потому что я там останусь. Вот понимаете, прям такие чувства вот эти. И это как-то тянется, как резина, прям долго. Но сам по себе человек — это действительно прорыв в жизни, в плане особенно сексуальном. То есть вы как-то себя будете сексуальность как с новой стороны в сексуальном смысле раскрывать. Королева мечей, королева жезлов и паж мечей показывают, что через некоторое время какая-то женщина будет покушаться на этого человека, если это мужчина, да, если вы на мужчину смотрите. А вот если это женщина, она начнет очень сильно ревновать, потому что с вашей стороны появится дама, которая тоже будет претендовать на вас, то есть как альтернатива. Эта дама вам, в принципе, понравится. Вот то же самое, если вы на мужчину гадаете. Дама очень достойная, чтобы составить вам конкуренцию. Вот видите, чем дальше, тем труднее за него выходить замуж. А дальше мы видим туз пентаклей, десятку пентаклей и девятку мечей, которые показывают, что вы можете стать счастливы с этим человеком через какое-то время после того, как начнете там, да, войну с этой дамой, которая вмешивается. Потому что человек тоже не захочет в качелях находиться и попытается все-таки как-то стабилизировать ваши отношения. Но девятка мечей показывает, что вы все время будете сомневаться. Вот. И в итоге десятка кубков говорит о том, что вы придете к состоянию семьи с этим человеком. Но видите, вот чем выше у человека финансовое состояние, чем лучше он зарабатывает, чем он интеллектуальнее, интересней, тем хуже он вступает в брак. Ну, то есть вы это, наверное, должны понимать и знать. Хорошо, давайте посмотрим теперь, когда вы встретитесь с этим человеком. Вышла карта Рак, а это значит, что вы встретитесь примерно в июле. То есть вы можете с ним познакомиться в июле, с этим человеком. И посмотрим два знака зодиака, которые как-то соответствуют данному человеку. Может быть, характер похож на эти знаки. Первый знак зодиака Дева и второй знак зодиака Овен. Либо он один из этих знаков зодиака, либо этот человек просто очень характером похож, то есть такой же пробивной, допустим, как Овен, страстный, как Овен, да, и такой же деловой, допустим, как Дева, любящий, там, не знаю, противоположный пол, до зеленой сопли, как говорят. Ну, знаете, вот девы, они, мужчины, плакать могут, вот это все. Очень любят каждую женщину, с которой находятся в отношениях, и за каждой плачут. Поэтому, ну вот, душевный такой интеллектуал, интересный. Ну, вот такая позиция номер 2. Убираю знаки зодиака обратно в колоду, убираю карты. И мы идем с вами к третьей позиции. Ваша следующая большая любовь, наш Дюмартирит.
И первая карта – это ситуация вашей личной жизни на сегодняшний день. Какая? Никакая. Четверка кубков. Личной жизни у вас просто нет. Я вот все время прошу, выбирайте по идентификатору. Если вы сейчас в браке, вам на вторую позицию. Если у вас тираничные отношения, где вас достают или никак не образуются эти отношения, там, да, или там постоянная тирания, или холодность, или жестокость, первая позиция. А здесь у нас и этой личной жизни нет. Или вас кто-то игнорирует, допустим, даже кто-то есть, но этот человек вас абсолютно точно игнорирует, вот совершенно, как будто вас не существует. Либо у вас нет личной жизни, просто нет, давно нет, ее никакой нет. Или те, кто вам попадаются, ну совсем вам не нравятся, ну не подходят они вам. То есть пустота в личной жизни, вы отворачиваетесь от нее. Те шансы, которые у вас есть, вы от них тоже отворачиваетесь. Полная пустота, полная. Практически ничего не происходит. Тогда вам сюда. Вот ваша следующая большая любовь. Давайте посмотрим. Так, значит, двойка пентаклей. Девятка кубков. Солнце. Отшельник. Десятка жезлов и тройка пентаклей. Вы знаете, вы этого человека вот встретите, когда он абсолютно одинок. Как лунь, так же, как вы. То есть ваша следующая большая любовь – это одинокий человек. Совершенно точно. Тот, кто не в отношениях вот абсолютно как вы. Либо он чувствует себя одиноким, даже в присутствии отношений своих же собственных. Ну, бывает такое. Одиночество вдвоем называется, когда тебя совершенно не воспринимают. Вот абсолютно, от слова совсем. Отшельник, он и есть отшельник. Вот такая вот у нас улитка здесь, да. То есть человек, который вообще никак. Он, кстати, очень тяжело работает. У него очень тяжелая работа. Встретитесь вы, возможно, на отдыхе. Чаще всего именно так трактуются эти карты. Карты говорят, вы очень друг к другу подходите, вот как человек к человеку. И у вас могут быть общие интересы, но у человека действительно какая тяжелая работа, должность, труд. И он все время перегружен работой. Возможно, он долгое время не создавал отношений из-за этого, из-за того, что просто работал. Очень напоминает, знаете, учителя, да, или доктора, или адвоката. Это те, кто, ну, постоянно пропадают, что ли, на работе. Разные инженеры там, на заводах и так далее. То есть дергают человека по работе, работа очень тяжелая, и какая уж там у него личная жизнь, да никакая. Да? Посвящает себя работе. И чтобы вообще с кем-то познакомиться, человек едет куда-то, отдыхать там, в санатории, или в теплую страну, или просто на море. И так вы познакомитесь. Хорошо, смотрим дальше. Король кубков, тройка мечей и паж пентаклей. Он там будет вам рассказывать, да, о своих жизненных бедах и проблемах. Дьявол, девятка жезлов и восьмерка мечей, о своих комплексах тоже. Вы знаете, этот человек перед вами постепенно раскроется. Вот почему-то ему захочется сделать это именно с вами. Он расскажет о всех своих проблемах в личной жизни, в прошлом, о своих комплексах, о своих страхах, о своих переживаниях. Обычно это делает только тот, кто очень хочет отношений. Кто отношений не хочет, вряд ли раскроет о себе такую информацию. Соответственно, это может привести через некоторое время, пусть и длительное, к браку. В любом случае, этот человек душу перед вами раскрывает. А это значит, что история может завернуться действительно в очень большой роман, большую любовь, серьезные отношения. Вот я считаю, что если человек так старается, да, там, ищет общие интересы, обсуждает что-то, да, с вами, там, обсуждает свои какие-то старые переживания, рассказывает о своей жизни, рассказывает свою историю, причем досконально. Это дорогого стоит, конечно. И значит, что человеку нечего больше от вас скрывать, он знает, вот что если перед вами раскрыться, если перед вами все это вывалить, то вы уже точно будете нормально в отношениях находиться без недоверия. То есть ему будет очень важно, чтобы вы были верны, и чтобы вы были именно, чтобы вы доверяли и рассказали о себе.
Карты говорят, что будет сложновато с его мамой. Но, с другой стороны, если вы с ней подружитесь, свадьба будет гораздо быстрее. Или просто гражданский брак. Долгое время она как-то не принимает вас. Ну, оно и понятно. Особенно, если это мужчина. Обычно, если мужчина долгое время одинок или как-то чувствует одиночество в браке, он старается много времени уделять своей маме. И становится для нее заменой как будто бы мужа. То есть она на него складывает многие обязанности, которые выполнял бы ее муж. Или даже если у него есть папа, все равно складывает. Понимаете, папа там тоже просит что-то сделать постоянно. И человек становится, ну, не то что уж рабом, а вот именно те все функции, которые он бы выполнял, когда он в браке. Соответственно, люди к этому привыкают, иметь такого раба, да. Ну и очень радуются жизни. Вот. Тут у нас, неправильно сказала, королева кубков, да. Ну, это не важно. Важно то, что у человека, вы знаете, как будто бы такой приятный характер, и он многим может делиться, и сам может он очень о многом выслушивать. И в этом здесь суть была. Вот. И вы знаете, вот карты, они здесь показывают такой союз, но вот где-то придется как будто бы как смириться с какими-то фактами, потерпеть и объяснить людям, что, ну, знаете, вот сейчас уже другая будет история, что мы теперь будем жить вместе, и он эти все обязанности переносит сюда. Хорошо, давайте посмотрим, когда вы познакомитесь, встретитесь. Вышла карта рыбы, а это значит, что это будет февраль-март. Ну, больше всего март. Какие два знака зодиака мы вытащим на этого человека? Давайте посмотрим. Значит, первый знак зодиака – это рак. И второй знак зодиака – это козерог. Кстати, противоположные, можно сказать, знаки зодиака, но какие-то они могут быть у него как сильны в натальной карте или какой-то как признак, характер, да. То есть может быть другого знака зодиака, но его характер очень похож, какие-то черты от этих знаков вместе, да. То есть это, допустим, козерог и рак имеют общие черты, это тишина, спокойствие, то есть человек может очень быть домоседом, например, хозяйственником таким, домоседом, очень трудно выходит из любых отношений, причем совершенно неожиданно, и это тоже похоже у них. Душевность некоторая все равно есть, умение, правда, выслушать и рассказать что-то, да, о себе. Это правда, вот в диалог хорошо вступают. Вот. Особенно в тихой, спокойной вдвоем обстановке. Вот в этом здесь суть. Поэтому, ну вот, мотайте на ус, что такие два знака зодиака выпали. А рыба – это именно срок. То есть это примерно март, когда вы можете познакомиться с этим человеком. Ну, вот такой ответ дали карты сегодня. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч!